Всем привет! Это Киноалания. Количество новинок на этой неделе у нас просто зашкаливает, поэтому предлагаю не задерживаться и сразу приступать к обзору новинок. И начнем мы с долгожданной «Тайны печати дракона» – совместная российско-китайская фантастическая лента, в которой главные роли сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Вы когда-нибудь видели более гремучую смесь? И все это на фоне безумных пейзажей вместе с фантастическими существами. Что у нас по сюжету? Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока. Ему предстоит долгий, полный приключений путь, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим царем всех драконов. Что на этот раз окажется сильнее, непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в восточных землях? Кстати, «Тайна печати дракона» – это продолжение российской картины V3D. 5 лет назад именно она стала лидером российского проката, что и позволило позвать в продолжение Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Тогда фильм основывался на произведении Гоголя, но главным героем был все тот же картограф из Англии. Над созданием «Тайны» работала действительно международная группа – 690 специалистов из 8 разных стран. А съемки проходили не только в России и Китае, но и в Тунисе и Чехии. Бюджет фильма составил около 3 миллиардов рублей. Это самый дорогостоящий проект в истории российского и советского кино. Ладно, в переводе на валюту это всего 49 миллионов долларов, и для голливудских блокбастеров это сущие копейки. Сюжет основан на 4 легендах – о подмене Петра I, о происхождении чая, о мертвом казаке и тайне человека в железной маске. В целом здесь есть все сказочные атрибуты: добрые принцессы, мудрые наставники, злые ведьмы и жадные казначеи. А еще здесь есть дракон и казаки. А еще, как и во всех китайских фильмах, в «Тайне» есть драки. И поставлены они со свойственными китайцам красотой и изяществом. За трюки, кстати, в фильме отвечала команда Джеки Чана, а значит, они все на топ-уровне. И да, если вы ждете драку между Шварцем и Джеки Чаном, разочарованы вы не будете, она точно случится. Но на этой неделе стартует не только «Тайна печати дракона», у нас есть еще аж 8 новинок, о каждой мы сейчас расскажем. В кино стартует музыкально-романтическая лента «Yesterday». Фильм назван в честь песни «Beatles», причем не случайно. Главный герой Джек был неудачником, но в один прекрасный момент стал настоящей суперзвездой. А все потому, что он оказывается единственным человеком в мире, который знает о существовании Битлов. А еще на большие экраны возвращается зубодробительный Рэмбо. Сильвестр Сталлоне в последний раз вернется к своей культовой роли. Ему вновь придется стать безжалостной машиной для убийств, встать на смертельно опасный путь мести и пройти его до конца. В кино показывают и драму «Комната желаний» с Ольгой Куриленко в главной роли. Картина расскажет о паре, которая переезжает в уединенный особняк. Там они находят комнату, исполняющую любое желание. Миллионы долларов, картины и роскошные наряды – все моментально появляется, но затем женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, и это приведет к страшным последствиям. А еще вас ждет ужастик со скороносным Гарри Олдманом. Он сыграет главу семейства Дэвида, который покупает яхту на аукционе. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам, и яхта Мэри должна стать счастливым билетом для него и его семьи. Но чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие вещи начинают происходить на борту. Для тех, кто любит безумные фильмы от Джеймса Франко, тоже есть новинка. В кино идет лента «Зеровилль». Она рассказывает об одержимом кино студенте-архитекторе, который отправляется в Голливуд. Он попадает в безумный мир кино, правда, никто не знал, что это все закончится фиаско. Кстати, Франко сам сыграл в этом фильме, а вместе с ним еще и Сет Роген и Меган Фокс. Для семейного просмотра отлично подойдет фильм «Элефант». Это история про злобного писателя, который пишет очень добрые книги. Но теперь он совершенно не хочет продолжать творить. И именно в этот момент в его жизни появляется человек, который готов очень серьезно заплатить за то, чтобы он написал новую книжку. Все это время вместе с ним будет добрая сиделка. Для детей есть аж 2 мультика про братьев Медведей Брера и Брэмбла.
побеге из джунглей они вместе с дровосеком Виком оказываются в доисторическом прошлом, а в «Тайне трех миров» братья-медведи будут пытаться помешать лесорубу Вику уничтожить их лес. Удирая от медведей, Вик столкнется с роботом-археологом Коко, пытающийся сохранить затерянный мир. Они объединятся и встанут на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все. Ну и еще несколько фильмов, которые вы могли пропустить на предыдущих неделях. В кино их продолжают показывать. Раз уж мы уже заговорили о китайском кино, сегодня в этой рубрике советую вам мой любимый фильм, снятый в Поднебесной. Это определенно одна из самых красивых и идеально снятых лент. Если вдруг вы еще не смотрели «Дом летающих кинжалов», сейчас самое время это сделать. История разворачивается в Древнем Китае. Народ недоволен правящей династией, в стране назревает восстание. На фоне этих событий тайный агент императорской полиции по приказу капитана должен завоевать доверие дочери главаря мятежников, но в итоге они сами окажутся в ловушке. История о долгой и запретной любви разворачивается на фоне потрясающих пейзажей. Вообще, один из главных плюсов «Дома летающих кинжалов» – это до неприличия красивая картинка. Каждый кадр снят с таким вниманием к деталям, что его хочется остановить и рассмотреть. Именно за операторскую работу «Дом летающих кинжалов» был в свое время номинирован на «Оскар», но уступил в борьбе за награду «Авиатору». Еще один плюс – это хореография боев. Вы просто не сможете отвести глаз во время этих сцен. Битва в бамбуковом лесу и танец подражания уже и вовсе стали классикой, их можно просто пересматривать даже вне фильма. Единственное, что классического для азиатского кино мордобоя здесь вы можете не ждать. Снято в фильме все красиво и тонко. Главное, забудьте о законах физики, здесь они не работают. Просто наслаждайтесь. Главная звезда фильма – Чжан Цзи, которая за последние 1,5 десятка лет стала самой известной китайской актрисой. Именно она снималась в «Мемуарах гейши», в «Великом мастере» и фильме «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон». «Дом летающих кинжалов» – это красивая, экзотичная сказка, эстетическое удовольствие, ради которого точно стоит отложить на пару часов свои дела. Если вы любите восточное костюмированное кино на исторические мотивы, этот фильм ждет вас. Обязательно посмотрите, точно не пожалеете. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.